Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы к этому часу. Бюджет столицы получит дополнительное финансирование на программу уличного освещения и строительства теплых остановок. В Жиганском районе республики обнаружили нарушение герметичности трубопровода ГСМ. На месте взяты пробы грунта и воды. В селе Бердигистях торжественно открыли первый спортивный объект 21-х игр Манчары – многофункциональный спортивный центр. Сотрудниками прииска Верхнее Молодо обнаружено нарушение герметичности фланца трубопровода. Повреждение уже оперативно ликвидировано. Зарыхление льда в районе повреждения показало отсутствие в нем нефтепродуктов. Учитывая структуру и глубину промерзания почвы на прииске, приказом Минэкологии начаты контрольно-надзорные мероприятия на территории Булунского района с целью полного исключения рисков вреда окружающей среде. Для оперативной проверки и контроля ситуации на месте на прииск вылетела рабочая группа во главе с генеральным директором компании «Алмаза Анабара» Павлом Маринычевым в составе представителей Минэкологии и Росприроднадзора Якутии. Произведен забор проб грунта и воды. При выявлении нарушений природоохранного законодательства будут приняты соответствующие меры. Прокуратура Хангаласского улуса проверяет службы доставки воды района. Рейд совместно с Роспотребнадзором провели в городе Покровске и в близлежащем селе Ой. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В Хангаласском улусе службы доставки воды есть в городе Покровске и в селах Ой и Актемцы. В городе Покровске действуют две доставки воды – родники Эркяни и Куллаты. Служба Куллаты сначала открывалась в селе Техтюр, но из-за нерентабельности в 2018 году переехала в районный центр и начала развозить воду здесь. Я доставляю, до Техтюра, вплоть до Техтюра доставляем, и, конкуренция есть. Примерно в день сколько заявок обрабатываете? Зимой мало, штук 60-70, летом нормально. В день, да? Да, более 100. В прокуратуру района поступило задание проверить службы доставки воды на предмет соблюдения законодательства о качестве питьевой воды. В ходе таких проверок в первую очередь смотрят на условия хранения питьевой воды, механизм розлива, на маркировку, проверяют медицинские книжки сотрудников, также производится отбор проб воды для лабораторных исследований. За нарушение в данной сфере предусмотрена административная ответственность вплоть до приостановления деятельности до 90 суток. В службе доставки воды Куллаты проверяющие первым делом обратили внимание на отсутствие уголка покупателя и прайса на услуги. Также отметили недостаточное освещение помещения. Далее проверяющие направились в село Ой, чтобы осмотреть открывшуюся около года назад службу доставки воды Хангалас Аква. Здесь также отсутствовал прайс на услуги, полностью не был заполнен информационный стенд для покупателей, отсутствовала книга жалоб. Помимо этого на этикетке бутилированной воды не проставлена дата изготовления. Также отдельно будут исследованы пробы воды сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии. По итогам проверки будет дана правовая оценка на предмет соблюдения санитарных требований и прав потребителей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. 45 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Согласно данным оперштаба региона, из них в Якутске выявили 33 заболевших, в Мирнинском районе 4. Также единичные случаи зарегистрированы в Амгинском, Верхоянском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. В этом году исполняется 20 лет Вилюйскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Кенчаири. На протяжении 20 лет специалисты центра занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ведут социальную реабилитацию семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как показывают многочисленные исследования, женщины с большим трудом адаптируются к новым политическим, социальным, духовным условиям, сложившимся в обществе. Учитывая данный факт, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних разработан и запущен проект «Бель» для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одним из не менее важных предметов деятельности социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних является работа по реабилитации женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Исходя из этого, нами был разработан проект «Бель» в целях улучшения социального положения семьи, повышения самооценки и создания условий для выхода семьи из трудной жизненной ситуации.
Проект «Бель» включает в себя индивидуальное сопровождение психолога, сеансы преображения соцспециалистами, работающими в сфере красоты, занятия фитнесом и заключительный этап фотосессии. Проект «Бель» – это не просто проект внешнего преображения, но и шанс стать более уверенной в себе, а также огромная работа со своим внутренним миром. Я многодетная мать 5 детей. За этот месяц я была у психолога, к фитнесу и косметологу. В течение 10 лет я не красилась, не ухаживала за собой, а сейчас я как-то уверена уже в себе, что я могу быть красивой. И я хочу, чтобы этот проект продолжался. Все услуги центра оказываются абсолютно бесплатно, так как команда проекта должна помочь раскрыться каждой участнице и, самое главное, ощутить себя счастливой. Анна Васильева, Александра Хавытчарова, НВК «Саха», Вилюйск. Дополнительное финансирование в размере 100 миллионов рублей выделят бюджету столицы республики. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев по итогам встречи с главой республики Айсеном Николаевым. В ходе встречи внимание было акцентировано на острых проблемах, теплых остановках и освещении улиц. Евгений Григорьев подчеркнул, что вопросы дополнительного финансирования власти города поднимают уже больше года. Айсен Сергеевич услышал наши доводы и поддержал их. Бюджету Якутска дополнительно согласовано 100 миллионов рублей, резюмировал исполняющий обязанности мэра. Мы сегодня сможем освободить средства, которые были заложены на освещение в рамках муниципальной программы нашей, и отправить их на борьбу, работу, направленную с отловом бродячих собак. Мы сможем усилить работу по вывозу снега. Мы сможем сегодня потратить больше времени, средств и сил на работу по санитарной очистке города Якутска. С 1 марта вступают в силу новые правила техосмотра транспортных средств. Отныне операторы техосмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему данные места нахождения автомашины, время начала и окончания проведения техдиагностирования и многое другое. Более подробно о нововведениях в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Если раньше водители транспортных средств могли просто купить данный документ у пунктов технического осмотра и у страховщиков, то с 1 марта этого года станет обязательным прохождение диагностического осмотра техники. 1 марта этого года, 2021 года, чтобы получить полис ОСАГО, необходимо пройти техосмотр и получить диагностическую карту. И необходимо будет подъехать на пункт технического осмотра, где ему будет проведен технический осмотр. Реальный технический осмотр, а не как это было до принятия поправок. На сегодня пункты технического осмотра готовы принять и работать с водителями транспортных средств по новым требованиям. Как отметили в ГИБДД, сегодня на территории Якутии лицензию на право выдавать новые документы готовы 28 диагностических пунктов. По новой версии редакции каждый эксперт будет заходить по электронной цифровой подписи. Вот она. Кроме того, диагностическая карта ничем отличаться не будет от предыдущей версии, кроме двух моментов. Нужна будет фотография, но здесь тестовая версия, здесь реально автомобиль не фотографировался. Будет фотография в начале осмотра и будет фотография в конце осмотра. Вместе с тем, если раньше за 1 час через пункты технического осмотра могли проходить сразу несколько автомашин, то сейчас все регламентировано. На диагностику каждого транспорта отводится определенное время. Время будет составлять легковая машина 30 минут, автобус 68 минут. И грузовая машина 72 минуты. Также будет на фотографии указана геолокация, которая должна совпадать с нахождением пункта техосмотра. Что касается тех автомашин, у которых свидетельство о техосмотре все еще действует, то они не обязаны их менять на новое. Обновить необходимо тем, у кого срок данного документа истек. Что касается цен на новое свидетельство, то они пока до 1 марта 2022 года останутся прежними. Официально техосмотр стоит легковая машина категории Б М1 стоит 602 рубля, категория Б Н1 стоит 642 рубля, грузовая машина до 12 тонн стоит 1262 рубля, грузовая машина свыше 12 тонн 1365 и автобус 1445.
Цены, ну, в этом году до конца года меняться не будут. Новый порядок даст возможность лицензированным пунктам технического осмотра убрать с этого рынка нелегальных игроков, которые без проведения реального технического осмотра сегодня выдают документы водителям. А водителей машин отнестись к своему транспорту более бережно и серьезно, ведь от технического состояния транспорта сегодня зависит безопасность всех участников дорожного движения. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Григорий Николаев, Якутск. В селе Бердигистях Горного Улуса до конца 2022 года построят жилой квартал. Сегодня торжественно установили первую сваю. 7 новых жилых домов со 176 квартирами появятся на улице Парфенова. В данное время ведется подготовка участка к строительству и завоз материалов. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Горном Улусе по плану 2021 года расселят 8114 квадратных метров аварийного жилья, где сейчас проживают 743 гражданина. Сегодня в селе Бердигистях также торжественно открыли первый спортивный объект 21-х игр Манчары – многофункциональный спортивный центр, который строился в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». В двухэтажном здании многофункционального спортивного комплекса общей площадью 2478 квадратных метров предусмотрен игровой зал для командных видов спорта – волейбола, мини-футбола и баскетбола. Кроме этого, есть зал для бокса, тренажерный зал, помещение для судей и прессы, душевные, тренерские и кабинет врача. Молоды душой. Сегодня в Якутске торжественно открыли Центр серебряного волонтерства. Отныне обмениваться опытом, объединить добровольческие ресурсы волонтеры-пенсионеры могут в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Создание центра поможет развитию и поддержке сообщества граждан пожилого возраста с активной жизненной позицией, как для повышения качества их жизни, так и для участия в волонтерской деятельности. Сегодня серебряные волонтеры тесно сотрудничают с органами власти и активно принимают участие в социально-культурной жизни региона. Из 25 улусов объединили общественные движения, общественные объединения и работаем все сообща. По девизам нашим является единение. Так, во многих улусах есть объединения, которые бесплатно работают по многим направлениям, например, преемственность поколений. Есть у нас благотворительность, называлась она «Радуга добра». И еще оказывали помощь малоимущим, социально незащищенным и проводили разные мероприятия. На этом завершаем выпуск новостей. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-онлайн. Далее вас ждет много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. Ну и, конечно, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах и дезинфицировать руки. До встречи в эфире.